передачу «История в настоящем». С вами я, журналист Лана Ильина. И сегодня мы будем разговаривать о развитии здравоохранения в Якутии. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольга Балабкина. Вообще не так много. К этому времени бывает 150 уже. Сейчас пока 113. Поспокойнее сегодня. Это Якутск? 124. Да. Ну как, пригороды, Хатасы, Тунгина, 70 километров. Тубага, Камгалас. То есть вызовы поступают и на 112, получается, да? И здесь, вы их сразу видите тоже. И тогда, получается, вы их туда... Татьяна Ивановна, она вот диспетчер. Последний вызов, высокое давление. Кто принял, когда передал. И мы Сколько, получается, в колл-центре «Тайный народ» сегодня у вас работает? Еще там 4 человека сидят. 4 человека. Еще плюс к этим двум, еще вот единое детей, что-то еще 4. Еще 4. Ну, весь город, видите, все справляется. Да, у меня вот тут все видно. Каждая бригада, каждый вызов, где находится. Вот с каким нажимая любую бригаду, где находится, все оно показывает. Связь со всеми бригадами Да, есть. да. Ну, весь город, видите, все справляется. Да, у меня вот тут все видно. Каждая бригада, каждый вызов, где находится. Вот с каким нажимая любую бригаду, где находится, все оно показывает. Связь со всеми бригадами есть. Да. Вот они время приняли, вот они поехали, начало транспортировки. Как только закончат, я увижу. Если больной есть инфарктом миокарда, он обязан попасть в первые сутки в первично-сосудистое отделение или республиканский сосудистый центр. То есть мы смотрим, сделали ему тромболизис, если сделали, куда перевезли, и уже начинаем, спрашивать, когда переведете, санавиацию вызвали, не вызвали. Вот этот человек работает. Инфаркты, инсульты, все травмы. Ну, там вот постконтроль, который люди, обычные граждане не видят, да, Не видят. такой. А на самом деле он есть, и он идет через систему. На почти 400-тысячное население Якутска и пригородов работает одна станция скорой помощи и 2 филиала в Жатае и Пригородном. Поступающие вызовы отрабатывают 28 бригад врачей за сутки. Согласно стандарту российского Минздрава, на экстренный вызов медики должны быть в течение 20 минут. И в условиях Якутска этот норматив всегда выполняется. Обучение населения нужно. Нужно понимать, что скорая помощь – это все-таки экстренная служба, а не неотложная. Поликлинику, больничных мы не выдаем, анализы не берем. То есть мы делаем только экстренную помощь, по идее. Наша задача экстренная. Упал с высоты, рожает, травмы, без сознания, не дышит. Ложных много бывает? Да, есть около 10 тысяч в год. Медицина Якутии в полном объеме использует интерактивные сервисы. От записи к врачу по интернету до сервиса «Облачная поликлиника», который дистанционно отслеживает самочувствие пациентов, независимо от того, где они проживают. Главным центром медицинским является Якутск. Главным центром медицинским, безусловно, является город Якутск. Тем не менее, конечно же, как подразделения, например, первично-сосудистых отделений, они у нас создаются. В том же Нерюнгри есть ангиографические, например, установки, которые позволяют делать операции на сердце. Но интеллектуальный медицинский мозг все-таки в Якутске. Вот, наверное, можно так сказать. Да? Такое вот место, где принимаются основные решения для того, чтобы поставить диагноз даже гражданину или жителю отдаленного населенного пункта. Мы не сможем, безусловно, обеспечить вообще каждого жителя республики современными медицинскими центрами. Да? Они, безусловно, будут находиться в Якутске, и это правильно. Да? Но мы должны либо доставить доктора к человеку, либо человека доставить к доктору. Вот эти возможности у медицины сегодня, они достигаются как посредством телемедицинских консультаций, цифровых каких-то технологий, а также обычных наших традиционных выездов.
Да, как я всегда говорю, на вертолетах, на самолетах, но до больного мы должны доезжать. Мы не имеем права его оставить без внимания. То есть все должны быть в этой сфере, в обязательном порядке, в сфере внимания. И, конечно, вот такой медицинский мозг с точки зрения, как лечить, какими способами, методами, это столица республики. Для районов у нас сегодня свое звено. Да, у нас сегодня практически во всех центральных районных больницах есть КТ, МРТ, например. Да. Есть ли специалисты? Задают многие этот вопрос. Специалисты есть. Если нет специалиста на месте, то прочитает по системе через интернет. Специалист в городе Якутске поможет определиться с диагнозом и уже дальше определить маршрутизацию пациента. И если раньше маршрутизация пациента была в основном наземная, то теперь мы уже смотрим и на такую вот на воздушную маршрутизацию пациента не только через медицину катастроф, но уже вот через арктического мобильного доктора и путем вот, так сказать, поездки доктора на месте. Ведь действительно мы очень большие. Мы очень большие, и для нас это очень важно. Сегодня интернет нам помогает, в том числе и вот нашим ФАПам, врачебных амбулаториям, которых мы, в общем-то, сегодня строим в достаточно большом количестве, реконструируем, в нормальных условиях человека принять и уже быстро принять решение о том, где его продолжить лечить. Очень часто, я не могу об этом не сказать, возникает вопрос о сохранении коек. Да, вот там оставьте койки стационарные и так далее. Люди иногда нам говорят, вот у нас там в 1934 году здесь была целая больница, целые койки и так далее. Но посмотрите, ведь медицина развивается. Раньше кашель, обычный кашель или грипп там, или высокую температуру лечили в стационаре. Сейчас другие технологии. И эти технологии сегодня доступны любому жителю. Главное обращаться и очень четко работать нашим учреждениям здраво. Возникают вопросы, которые связаны с очередями, с записью к врачам. Да, да, это сложно, да, они иногда возникают, но сегодня мы поставили на мониторинг, в том числе и на мой личный, министра здравоохранения, практически каждый прием. Я думаю, что мы постараемся и с этим, и в этом вопросе удовлетворить население. Как я понимаю, задача здравоохранения – это каждый пациент, каждый, будь это житель города Якутска или жители далекого арктического села. Я везде говорю одно и то же. Как работаем с жителем небольшого населенного пункта в отдаленной Арктике? Для этого летаем. Не надо бояться летать. Не нужно ждать, когда приедет, например, куда-то по направлению на север кардиолог. Ну, сколько лет мы ждали? Мы много лет ждали, ведь по большому счету. Ну, давайте еще кого-нибудь уговорим. Ну, давайте земского доктора заплатим. А давайте введем целевое обучение, направление. А мы проследили или не проследили? Коллеги, ну, хватит. И в феврале месяце глава сказал, хватит. Разворачивайтесь, живете в Якутске, летите, работаете в Арктике. Для труднодоступных районов Якутии, где не хватает врачей, Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики подготавливает мобильные бригады медиков. В Мокском районе мы же были уже там? Да, мы уже там были, и у нас на диспансерном наблюдении уже 213 человек, которых мы должны пригласить. И покрываете недостатки тех врачей, которые есть. Да, видите, у нас просто есть где-то там, вопросики, то есть где-то мы еще должны набрать специалистов, и так по каждому району. И запланировано, вот видно уже сразу. Тут уже мы пишем, что и авиа будут, и вертолеты, с какими там мы уже немножко расширили, это не только полярная авиалиния. Ну, еще по большому счету, вот ту задачу, которую перед нами глава поставил, условно говоря, закрыть вот это население именно с точки зрения дефицита врачей, удалось решить или нет, как думаете? Да, конечно. Да, то есть там, где люди врачи не видели, мы за этот год практически это все. Да? Хочу сказать, что за эти 5 месяцев, с февраля по июнь, значит, мы объездили все 13 арктических районов, все 89 населенных пунктов. Это составило авиатранспортом 43 тысячи километров, наземным транспортом 15 178 километров.
осмотрено 17 108 человек, в том числе 5738 детей, да, и значит, население, которое относится к коренным малочисленным народам Севера, 4572. Нами было отправлено на дообследование республиканской медицинской организации 2618 человек. То есть 2618 человек вы отправили, если бы не вы, то они бы в больницы не попали. Мы очень четко, с полным пониманием, коллеги уже вот объездили там, а самое главное, что они с радостью называют, а сколько уже тех, кого смотрели, смогли привести сюда на операции в тот же кардиососудистый центр. Так же, как и телемедицинские консультации. Я всегда говорила, например, когда мы посещали кардиоцентр, потому что, коллеги, вот почему мы сразу пошли на 8-й этаж, да? Вот сердце у вас 8-й этаж, потому что вы там видите каждый кемпиндяй, вы видите Кюсюр, вы видите там Чукур, Чакыр, вы видите все якутские деревни. Да? И если поступает сигнал, центральная районная больница, он должен сработать, и вы должны квалифицированную помощь оказать. Потому что и республика, и федералы учили вас для того, чтобы каждый из вас отдавал свои профессиональные возможности людям, которые живут в нашей республике. Такой большой разбросанной республике. Республика Саха-Якутия в числе первых 4 из 89 регионов России начала внедрение телемедицины. В Якутии был открыт главный специализированный телемедицинский пункт на базе Республиканского центра медицины катастроф. Как раз у меня отрицательной динамики нет, гемодинамика относительно стабильная, ночью спала хорошо. На сегодняшний день жалоба на головокружение, слабость в конечностях. Битокрия у нас сохраняется, порезов нет, отпущения общего состояния нет. Главной задачей Центра медицины катастроф является обеспечение эвакуации с использованием санитарных авиарейсов пациентов с экстренными показаниями из районов республиканские лечебно-профилактические учреждения. Телемедицина является приоритетным направлением развития здравоохранения труднодоступных районов. Когда с помощью дистанционных телемедицинских консультаций проводится лечение по месту жительства пациента, экономятся очень большие деньги. Актуальная задача здравоохранения – развивать медицину на уровне участковых больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий по всей республике, чтобы жители каждого населенного пункта могли консультироваться без промедления и своевременно лечиться.